Музыкальные многонациональные инструменты татар прошли многовековой путь исторического формирования. Сурнай, кубыс, гармошка тальян и, конечно же, курай. Без них и сейчас не обходится ни один татарский национальный праздник. Абузар Миннибаев, чье имя широко известно далеко за пределами Тюменской области, сегодня не только расскажет нам, какие инструменты для него самые дорогие, но и обязательно сыграет. Кук-кук, кук-кук. Мына Рәсән ханым. Сәлем, Абузар абай. Хәерле көн. Здравствуйте. Хәлләр ничек? Я әйбәт кенә, Аллаға шөкер. Сөйләшәбезме? Сөйләшәбез. Нигә табигатька чыктык, сөйләшәбез. Китек шулай булса. Ага. Абузар абай, вот откуда взялся такой талант? Откуда он берет свои корни? Ну, такой талант, наверное, да как самородок получается у меня. Ну, мать у меня заслуженная работник культуры, театрал. Она поющая, тоже, понял, у нее красивый голос был. И отец у меня на гармошке играл. Ну, так, правда, он шофером, дальнобойщиком работал. Но свои народные песни он пел, свой голос был такой. Вот, ну, вот, который на курае играю, вот у меня получается уж, когда маленьким был, я, получается, пастухом. Деревня, там пастухи, и бабушки меня пригласили. А сколько вам тогда было всего? Ну, где-то в втором, третьем классе уже я начал. На скольких инструментах играете? Ну, Лейсан ханым, ну, в народе меня говорят, человек оркестром сейчас, инструментов много у меня, полный чемодан. Ну, получается, потом после курая у меня получился инструмент тальян, гармон, у нас у татар, ну, у итальянчик гармон одна рядка. И вот начал изучать тальян, и после тальяна уже концертные гармоники пошли маленьких.
Курай, кубус, сурнай. Ну, много, где-то порядка где-то 20 инструментов. Какой смысл, Абузарова, для вас имеет музыка? Смысл в жизни получается, да, в жизни. Ну, музыка постоянно со мной. Душа у меня поющая, поэтому, наверное, душа когда поет, и требуются другие инструменты, другие наигрыши. Вот, когда душа поет, я сразу беру курай, и это сурнай беру. Я поющий, и инструменты поют, и душа поет. Ну, жизнь у меня как с музыкой получается. Гармония получается. Это гармония считается. В какой момент приходит вдохновение? Вдохновение получается, это когда удивляешься какое-то на природное явление, удивляешься, как будто кто-то радуется. Вот есть же, когда радость проходит, и вот вдохновение тогда. И кого-то с любыми человеком ты хочешь подарить музыку, подарить любовь. Вот. Ну, считается, у меня семейные, у меня дети тоже, внуки пошли уже.
Бик зур рәхмәт. Ага. Шундай вәт сөйләштек. Рәсем матурым ханым дип әйтәм инде. Көннәр матур булды, кояшлы. Табигатьтә все инде мин әйтәсем кирәк, шушы карайманнарын халкыбызга җиктереп, әле саулашмыйбыз, очрашып, ягыда безнең әле күп кенә эшләрбез, күп бергә эшлисә. И минем дә эшлисе эшләр күп, балаларны курайларга өйрәтәсе бар. Без сезгә саулашмыйбыз, очрашабыз әле Алла бирсә. Иншалла. Иншалла.